Главный вопрос, кто должен ликвидировать залежи мусора, остается открытым. Видео с мест стихийных свалок практически ежедневно пополняют социальные сети. Неприглядный вид и запах гнили заполнили и дворы многоквартирных домов. Такая картина знакомая жителям Малгобека, куда с инспекцией наведались сотрудники природоохранного ведомства. Их сопровождал мой коллега Магомед Ивлоев. Этот полигон находится на окраине города Малгобека. Закрыли свалку 4 года назад. Сегодня с инспекционной поездкой здесь побывал руководитель Минприроды региона. Цель визита была заключена в том, чтобы мы приехали, чтобы посмотреть, эксплуатируется ли данная закрытая свалка с 2017 года. В ходе проверки мы увидели, что данная свалка действительно эксплуатируется. Она у нас стоит на ликвидации, рекультивации. В планах на 2020-2021 год стояла, но ввиду того, что отсутствие денежных средств было, данная заявка была переделана, и рекультивация и ликвидация данной свалки запланирована на 2021-2022 года. Из-за отсутствия ограждения мусором завалены и прилегающие участки. Нарушение технологии складирования отходов периодически приводит к самовозгоранию. По сравнению с Карабулакской свалкой на прошлой неделе, которую мы проводили, которая также закрыта, здесь ситуация намного лучше. Дело в том, что мы видим, что новых вбросов мусора нету. И несмотря на то, что Карабулакская свалка также закрыта, есть проектно-сметная документация, как на Малгобекскую свалку по ликвидации Карабулакской. Хотелось бы обратиться к нашим жителям о том, чтобы то, что они скидывают дополнительный мусор, они должны учитывать, что, соответственно, мы должны будем потом уже менять проектно-сметную документацию. Тем самым они наносят непоправимый ущерб нашему, как говорится, экологическому состоянию нашей среды. Несанкционированные свалки – проблема давняя, и на работу с ними тратятся немалые силы. Чаще всего стихийные свалки возникают из-за безответственности самих жителей, потому как отходы выбрасывают там, где им удобно, а не там, где организована специальная контейнерная площадка. Мы призываем население не выкидывать мусор в неположенном месте, штрафуем с участковыми, но при этом поздно ночью, под утро люди выкидывают мусор, все-таки выкидывают и загрязняют природу. В завершении встречи глава Малгобекского района и руководитель Минприроды договорились о совместной работе по профилактике и усилению контроля за мусорными полигонами, как стихийными, так и санкционированными. Магомед Ивлоев, Рамзан Ахильгов, Дэн Тимурзи, Вести Ингушетия.